Друзья, всем здравствуйте! Карта дня на 26 июня 2021 года. Это будет у нас суббота. Общая карта для всех. Туз бубновый выпадает. Это карта обычно какого-то приятного сюрприза. Это может быть встреча с человеком нужным, это может быть подарок, покупка какая-то, которую давно ждали. В общем, какое-то желание сегодня может исполниться. А также эта карта, когда какое-то прояснение наступает, мы что-то важное узнаем, что давно хотели узнать. Мы можем, допустим, найти какую-то вещь, которую давно потеряли. Мы можем сегодня успешно завершить какое-то дело. Нас сегодня могут признавать, благодарить за что-то. В общем, день, когда мы действительно, знаете, счастливы, да, то есть, по сути, это карта счастья, успеха, исполнения какого-то желания. И, кстати, вот эта карта, она также отражает отпуск, летнюю погоду хорошую, да, может быть, вы решаете какие-то вопросы, допустим, с поездкой там, к морю, да, или просто какие-то вопросы, как вам провести время приятно. Давайте посмотрим, что ждет овнов. У вас, уважаемые овны, семерка червовая, и у вас день, скорее всего, будет связан либо со здоровьем, да, которым вы будете заниматься вплотную, или, может быть, это семья, ее здоровье, да, то есть кто-то из членов семьи, может быть, будет требовать вашего внимания. Кроме того, здесь любые ситуации, которые мы решаем вместе с близкими людьми, с семьей, родителями, там, бабушками, дедушками и так далее. Может быть, это вопросы, связанные с недвижимостью, может быть, это вопросы, связанные с землей. Также здесь ситуация может быть еще и разных событий, которые вот по судьбе должны произойти, тем более рядом солнышко, да, здесь вполне может быть что-то такое, что жизнь меняет. Также эта карта, когда мы можем, знаете, набираться энергии, набираться сил. Это, знаете, может быть, прекрасно было бы заняться какими-то упражнениями энергетическими, да, практиками энергетическими. Там что-то связанное с чакрами, с энергией, ну, в общем, кто как это понимает. Либо просто там постараться как-то укрепить свое здоровье, что-то предпринять в том плане, чтобы у вас здоровье становилось только больше. Также это карта любого, абсолютно любого роста. Рост в делах, в финансах, рост может быть ваш личностный, да, что-то, какой-то новый талант в себе открыли, какое-то новое качество в себе, допустим, начали как осваивать, скажем так, да. Вот очень хороший день для того, чтобы как-то сделать себя сильнее, укрепиться, крепче стоять на ногах, получать помощь от близких людей. Очень хороший день. Давайте посмотрим, что ждет тельцов. У вас, уважаемые тельцы, семерка пиковая, и у вас день, когда вы будете, скорее всего, настраивать, может быть, настраивать какие-то процессы, настраивать свою жизнь, режим свой, может быть. Сегодня, скорее всего, потребуется какие-то доверенности, какие-то заявления или еще что-то такое, какие-то бумаги, справки для того, чтобы вот решать какие-то важные вопросы. Может быть, кто-то, конечно, заканчивает обучение или сдает экзамены, получает, допустим, там, печать в зачетку, или кто-то диплом, может быть, уже получает. Также это вообще любые документы, которые для вас важны. Вы можете их сегодня оформлять или переоформлять, может быть, завещание оформлять и так далее. Если вы что-то заказывали, допустим, через почту, какую-то доставку, тоже сегодня может быть какая-то новость, да, или придет уже то, что вы заказывали. Может быть, вы сегодня будете оплачивать свои счета, может быть, вы будете постоянно с кем-то созваниваться, обмениваться какой-то информацией, особенно если человек далеко где-то в поездке, может быть, находится. В общем, день таких коммуникаций, да, постоянных коммуникаций, звонков, постоянно нужна какая-то информация, постоянно нужно какое-то разрешение, может быть, и так далее. Может быть, какие-то ошибки были допущены в прошлом в бумагах, и вы сейчас их можете, ну, как бы менять эти бумаги, да, чтобы не было ошибок. Что еще? Может быть, какое-то известие о важном для вас человеке. Давайте посмотрим, что ждет близнецов.
У вас дама червовая выпадает, у вас какие-то перемены в семье, скорее всего. Может быть, это чей-то день рождения, может быть, это чей-то юбилей. Или просто, когда вы собираетесь там с друзьями, с семьей, приятно проводите время. Может быть, это новоселье, которое кто-то из вас отмечает. В общем, все, что меняет вашу жизнь, да, какие-то перемены в доме, это может быть рождение чего-то нового, да, это может быть рождение человека, рождение там дела нового, которое вы открываете. В общем, улучшение ситуации, какое-то прибавление, прирост идет в вашей семье. Это может быть и финансовый прирост, это может быть и там в делах что-то улучшается, и какие-то неожиданные новости могут быть, неожиданные ситуации, вот, которые вы вообще просто, которые вас удивляют и, может быть, даже шокируют. Прекрасное время для того, чтобы отправляться в какие-то поездки, путешествия, перелеты. Это все очень хорошо. Хорошо заниматься своей внешностью, да, вот вы, допустим, задумали какой-то новый образ создать у себя. И одежда, и внешность, все здесь сегодня очень удачно. Давайте посмотрим, что ждет раков. У вас, уважаемые раки, выпадает шут, или эта карта называется Джокер. У вас день тоже какой-то неожиданный, скорее всего, это будет выходной. Даже если вы планировали что-то важное сделать или поработать, скорее всего, здесь отменится вот эта ситуация с работой, да, и вы будете свободны. Может быть, это какая-то поездка, праздник, что-то такое веселое, свободное, легкое, да, это вполне возможно. Если же вы работаете сегодня, то будьте осторожны, нужно обязательно внимательно там просматривать документы, внимательно слушать, смотреть, делать все внимательно, потому что очень вероятно ошибка какая-то, которая может вам потом дорого стоить. Или эта карта, вот если у вас, допустим, намечена какая-то сделка, это карта, которая говорит о том, что, может быть, она вам вредит, может быть, вам не нужна эта сделка, потому что, скорее всего, какой-то в ней есть подвох. Ну и вообще, это карта, когда вы можете что-то делать по-новому, не так, как всегда, по-новому организовать свой день, по-новому, допустим, организовать там праздник, торжество какое-то, какой-то процесс, да. В общем, что-то делать по-новому, не так, как вы привыкли. Также эта карта говорит о том, что вы найдете сегодня какой-то выход из сложной ситуации. Ну а выход, говорят, всегда там, где вход. Вот подумайте, с чего все началось, и, скорее всего, вы поймете, что тут можно будет сделать для того, чтобы решить вопрос. Ну и вообще любые спонтанные действия, может быть, не так, как вот положено у вас в семье, да, это все принесет вам какой-то плюс, что-то хорошее. Но самое худшее, что может быть по этой карте, это когда нас к чему-то принуждают, да, а мы вот можем бастовать, возмущаться, вот, и это может там разрушить отношения, допустим, да, или вызвать, допустим, что вас уволят с работы или еще что-то такое. То есть сегодня будьте осторожнее со словами и с поступками, думайте о будущем, прежде чем что-то сделать. Давайте посмотрим, что ждет львов. У вас, уважаемые львы, шестерка червовая выпадает, и у вас какой-то очень хороший день, скорее всего, исполняется какое-то давнее обещание или начинается светлая полоса в жизни. В общем, какой-то новый поворот в жизни. Если кто-то болел, тут исцеление, тем более две карты тут такие рядом. Если вы, допустим, надеялись на какой-то выигрыш или на то, что вас выберут на должность, если вы проходили собеседование, или еще что-то в этом роде, то вот слушайте сегодня, ну как бы вы услышите сегодня, скорее всего, положительный ответ. Вообще, это карта хорошей репутации, когда вот то, что мы делали раньше, оно начинает на нас работать, да, благодаря вот нашей репутации может решаться вопрос работы, денег, отношений и так далее. И вообще сегодня вот какая-то новая цель появится, может быть новая надежда, и вы вот знаете, как будто бы у вас второе дыхание открывается в жизни, да, вам как будто бы вы только родились, как будто вы ребенок, у вас столько сил, столько желания вот чего-то нового добиваться. Могут быть какие-то ситуации, связанные с заграницей, да, может быть какой-то
допустим, вы не могли уехать, какой-то выход находится. Может быть, языки, да, может быть, иностранные языки, которые нужно изучать, допустим, найдется хороший преподаватель. Или это как возможность говорить с другими людьми на их языке, да, вот раньше, допустим, не могли договориться, друг друга не понимали, а сегодня получится. Но, скорее всего, тут нужно действовать через какой-то не просто компромисс, да, а создать человеку какие-то такие условия, чтобы ему приятно было находиться рядом с вами, тогда он захочет ну, там, вас выслушать, помириться и так далее. Давайте посмотрим, что ждет Деву. У вас, уважаемые Девы, король бубновый, и у вас здесь, скорее всего, будет очень много эмоций, очень много каких-то приятных, счастливых минут. Скорее всего, это будет связано с другими людьми, или это будет связано с какими-то покупками, подарками, или это будет связано с поездками, путешествиями. Да? То есть вот очень может быть много впечатлений сегодня у вас, уважаемые девы, тем более вы, девы, очень как бы... Ну, у вас нет вот этого желания больших впечатлений. Вам, наоборот, нравится все привычное, вам нравится общаться с теми людьми, которых вы знаете, делами заниматься теми, которые вы уже хорошо изучили, да. Вот, а сегодня, скорее всего, будет много чего-то нового. Вроде бы это и хорошо, но для вас это может быть сложно, потому что новое всегда вами трудно воспринимается. Прекрасная карта для того, чтобы заниматься фрилансом, да, может быть, удаленно работать. Хорошее время, если вам предлагают, допустим, работу, где вы удаленно работаете, независимо как-то работаете, тоже очень хорошо. И вообще любые дела, они начинают у вас здесь сдвигаться с места, раскручиваться. Это может быть, допустим, вы собирались свое дело организовать, да, что-то не получалось, сейчас может начать получаться. Или какое-то вообще ваше любое желание давнее, очень такое важное для вас, оно может начать сегодня осуществляться. Прекрасная карта для коммерции, для того, чтобы что-то покупать, продавать, особенно если вам нужны какие-то скидки, да, это вот все очень даже хорошо. Ну и также здесь может быть помощь какого-то человека, у которого много связей, да, чтобы решить ваш вопрос. Обращайтесь, если вам нужно. Давайте посмотрим, что ждет весы. У вас, уважаемые весы, дама пиковая, и у вас день, когда нужно будет заняться собой. Вы, скорее всего, тут привыкли кому-то помогать, ради кого-то что-то делать, а вот сегодня нужно все делать ради себя. Позаботиться о своем здоровье, выспаться, внешностью заняться, что-то себе приятное купить, какой-то праздник себе организовать, или вот ждите подарков от вашего близкого окружения. Может быть, человек вот исполнит какое-то ваше желание, то, что вы вот больше всего хотели. День связан с какой-то красотой, какими-то приятными моментами, может быть, какие-то праздники, вкусное все, да, это тоже вот прекрасно будет в этот день. Если кто-то болел, это выздоровление. И если у вас были какие-то трудные времена, то сейчас вот наступает счастливое время, светлая полоса. И эмоционально тоже вы как-то можете успокоиться. Знаете, вот на душе станет очень легко, какая-то надежда на будущее появится. Но прежде чем это будет, нужно вот направить на себя весь фокус внимания и заняться собой, начать исполнять свои желания, не только других людей. Давайте посмотрим, что ждет скорпионов. У вас, уважаемые скорпионы, король червовый выпадает. У вас тут, скорее всего, вопрос возникает с личной жизнью или с вашей семьей. Может быть, это какой-то праздник, день рождения, юбилей. Может быть, это, допустим, помощь родителям. Может быть, вы их отправляете там куда-то на природу, в санаторий или еще куда-то. Может быть, у вас тут семейные какие-то дела, которые вот вы именно для выходных оставили, чтобы вместе этим заняться. Да? Может быть, вы что-то делаете на приусадебном участке, может быть, занимаетесь ремонтом, уборкой, что-то покупаете в дом, решаете вопросы с недвижимостью. В общем, здесь может быть очень много таких дел. А также эта карта, когда нужно, чтобы был комфорт.
обязательно, да, то есть пришло время, хватит уже, ну, работать, хватит дел, нужно отдохнуть, нужно получить какие-то приятные впечатления. В общем, как раз такой комфорт и такое ощущение, что вы находитесь под защитой своей семьи, что вас все любят, что у вас прекрасные друзья. Вот такое будет состояние сегодня. Вообще хорошо заниматься сегодня любыми финансовыми делами. И хорошо сегодня какие-то сделки организовывать, там, где вот большое количество денег участвует. Это все на благо. Давайте посмотрим, что ждет стрельцов. У вас, уважаемые стрельцы, выпадает шестерка пиковая, и здесь, скорее всего, будут какие-то официальные ситуации, да, либо в этом будут замешаны какие-то люди, от которых вам нужно, допустим, получить какое-то разрешение, одобрение, или, может быть, вам нужно оформить какие-то документы. В общем, здесь суды, администрации, налоговые, вот это все может быть. Или вы, допустим, можете обращаться каким-то людям из военных, там, допустим, структур, да, государственных, правительственных, может быть, оттуда идет какая-то информация важная для вас. Если у кого-то были суды, вот я не знаю, насколько в субботу это актуально, да, вот тут могут решаться какие-то вопросы юридические. Также эта карта, когда могут быть какие-то ограничения. Вот мы, допустим, хотим что-то сделать, да, хотим свое желание осуществить, но что-то мешает. Люди вокруг, может быть, ситуация не позволяет и так далее. То есть денежек может не хватать, еще что-то в этом роде. Или, допустим, в отношениях, да, вы со всей душой к человеку, а он к вам как-то холодно, или наоборот. То есть вот какие-то такие сложности, трудности, они могут быть. Вот повезет только в делах, связанных как раз с любыми какими-то административными темами. Давайте посмотрим, что ждет козерогов. У вас, уважаемые козероги, туз пиковый. Очень много энергии, очень много сил для того, чтобы заняться чем-то важным, то, что вы любите. Кстати, эта карта, когда у вас могут быть помощники, которые вас вдохновляют. Это не просто человек, который там дело какое-то вместе с вами делает, да, это человек, который, вот, на которого вы смотрите, и вам хочется что-то делать, да, то есть это такое вдохновение. Также здесь ситуация, когда, возможно, решаются какие-то вопросы, связанные с семьей, особенно с женщинами, да, в семье. Это может быть мама, это может быть жена, если вот мужчина смотрит. Любые женщины, которые для вас важны. Также здесь знакомство может быть какое-то очень важное. Здесь может быть ситуация, когда решаются какие-то вопросы там насущные, да, это может быть закупка продуктов, это может быть создание уюта в семье, какого-то праздничного настроения. Может быть, здесь занимаетесь семьей, детьми, играете с ними, там как-то развлекаетесь, веселитесь. Может быть, кто-то идет на какое-то развлекательное мероприятие, ну, например, там в театр или просто на прогулку, где много впечатлений. Для кого-то это свидание. Может быть, вам сегодня нужно прислушаться к себе. Вот что-то вам хочет сказать ваша интуиция, может быть. Может быть, сегодня нужно быть слабым, да, для того, чтобы кто-то вам помог, нужно не побояться сказать, что вот вы с чем-то не справляетесь, что-то вам трудно. Так, в минусе может быть такой праздный образ жизни, когда не хочется ничего делать, когда время вот просто так уходит, да, вот лучше все-таки создать для себя какой-то такой приятный, счастливый день. Вот сегодня именно от вас зависит, какой будет день, да, вот нужно будет самим себе создавать настроение. Давайте посмотрим, что ждет водолеев. У вас, уважаемые водолеи, дама трефовая, и сегодня, знаете, нужно быть очень мудрыми, потому что можно испортить отношения с близкими людьми, может быть, настроение такое какое-то будет, да, или можно поддаться на
какие-то провокации со стороны людей, которые рядом, да, то есть вот сегодня нужно прям постоянно включать разум для того, чтобы понимать, что вокруг вас происходит, потому что есть такое, что вас вот могут прям вовлекать в какие-то неприятные истории люди, которые вокруг вас. А, Также эта карта, когда хорошо действовать по списку. То есть вот у вас запланированы дела, хорошо, если их много, потому что сегодня очень много сил на дела, и вот по списку делать. Если списка нет, то, скорее всего, будет уходить энергия просто так. А также здесь могут быть какие-то непредсказуемые события. Может быть, люди начинают вести себя так, как вы не ожидали. Может быть, даже сами вы как-то от себя не ожидаете, что можете сделать. Да? Что-то такое незапланированное может происходить. Может быть, какая-то манипуляция, да? Манипуляция вами, которую даже трудно понять, да, то есть человек так себя ведет, что вы даже не понимаете, что он вами манипулирует. То есть будьте осторожны сегодня, потому что потом может быть разочарование в человеке или может быть трудности, которые вам другие люди создадут. Так, что еще важно? Кстати, вот по этой карте можно принимать какие-то спонтанные решения, которые, знаете, вот вы долго не думая, да, вот пришла какая-то ситуация, в раз и ухватились за нее. Это очень полезно сегодня будет. Давайте посмотрим, что ждет рыб. У вас, уважаемые рыбы, восьмерка бубновая. У вас, смотрите, день какой-то финансово удачный, скорее всего. Скорее всего, именно в деньгах здесь решается какой-то вопрос, но и любые другие сложные вопросы, они сегодня решаются. Может быть, готовится какое-то большое событие, и вы в этом участвуете. А может быть, прямо вот вы еще не знаете, что будет, да, но предчувствуете, что вот скоро что-то значительное произойдет в вашей жизни. Скорее всего, это будет касаться вашей самореализации, работы или зарабатывания денег. Также здесь ситуация, когда будет много каких-то неожиданных ситуаций, вопросов, да, подниматься, но они все к лучшему. Они все служат тому, чтобы вы нашли вот ответ на какой-то свой вопрос, чтобы успешно завершили какое-то дело, какую-то трудную ситуацию успешно разрешили. Да? То есть много неожиданностей, как будто бы судьба сама вам помогает. Неожиданно люди нужные приходят, неожиданно ситуация как-то разворачивается как надо. Вот в любом случае здесь, что бы ни происходило, это все к лучшему, потому что восьмерка бубновая — это вот такая карта у нас очень счастливая, успешная, да. Также это день, когда вы можете, может быть, получать ключи от недвижимости, если, допустим, у вас в строящемся доме была недвижимость. Или, может быть, вы меняете ключи здесь. Может быть, вы... Так, сейчас я подумаю, что здесь еще может быть. Знаете, вот здесь хорошо обращать внимание на знаки, которые приходят в течение дня. Это может быть какие-то прогнозы, какие-то, может быть, таро расклады или еще что-то такое. Там будут какие-то подсказки для вас. И очень важно сегодня некоторое время побыть в одиночестве, потому что если вокруг вас слишком много внимания, много людей, да, какие-то важные моменты вы не видите, что-то упускаете. То есть вот именно когда в одиночестве находитесь, можете какое-то что-то важное для себя понять. Давайте посмотрим, что ждет нас в результате дня. Так, десятка червовая. Но это какие-то дружеские такие встречи, разговоры по душам. Это люди, которым вы доверяете, вот они вокруг вас. Сегодня, скорее всего, потребуется обратиться к такому человеку, который надежный, верный. Скорее всего, это друг или человек из семьи, из вашей. Или, может быть, это встреча с человеком, особенно вот если вы были одиноки, это встреча с человеком, которого вы давно ждали, это по судьбе. Друзья, пусть только самое лучшее сбывается. Пишите, как ваш день прошел. Всего вам доброго, до новых встреч.